вы очень много ездите по стране. Хотелось бы узнать, и я так понимаю, что вы достаточно давно уже бываете в Татарстане. А, Как меняется за этот период поменялся наш национальный татарский театр? И почему он таким стал, каким он есть сегодня? Мне кажется, что, наверное, из национальных театров на территории Российской Федерации татарский театр самый интересный и самый бурно развивающийся. Тут, мне кажется, есть, конечно, несколько причин тому. Как бы проза жизни говорит нам о том, что это хорошее финансирование в первую очередь, но мне кажется, что здесь есть еще какие-то более важные вещи. Мне кажется, в национальном театре и вообще в национальной культуре произошел некоторый подъем, причем он происходит вот последние лет, наверное, 10, и, на мой взгляд. Это попытка осмыслить национальную культуру не только как историческое достояние, да, не только как культуру народа, культуру деревни, какое-то наследие, которое мы получили от предков, да, из прошлого, но и попытаться вписать эту культуру, свою национальную, самобытную, в современный контекст. Мне кажется, очень важные шаги в эту сторону делаются прежде всего в таком маленьком независимом театре «Угол», да, который делает сейчас проект МОН, который зовет интересных режиссеров на свои лаборатории, на свои проекты. Лаборатория в Свияжске, которая вместе со Свияжским музеем делается. Да, это вещи, которые позволяют соединять, казалось бы, несоединимое. Да, то есть исторический какой-то культурный пласт, да, культурный слой и современную режиссуру, современный взгляд вообще на искусство, на человека, на современный способ осмысления искусства и человека. Мне кажется, что это вот такой интересный процесс, который сейчас происходит, и за ним очень интересно наблюдать. Вы видели спектакль «Шин-татар», настоящий татар в МОНе? К сожалению, нет, еще пропустила. Жалко. Вот да, это было бы очень да. интересно узнать ваше мнение Да. по этому поводу. Все люди, с которыми мы беседуем, все время говорят в каких-то комплементарных тонах по поводу современного существования татарского театра. Но мы же прекрасно понимаем, что не только хорошее есть. Что именно вас, наверное, не очень корректное слово, беспокоит? Ну, вызывать некие опасения, там, можно как-то по-другому сформулировать, что бы еще хотелось увидеть в национальном театре, а чего нет? Вы знаете, это очень сложно ответить на этот вопрос, сложно понять, чего бы хотелось, потому что, мне кажется, это такой индивидуальный путь, да, то есть мы понимаем, что как бы какая-то, условно говоря, русскоязычная культура прошла определенный путь, да, то есть там прожила какие-то вехи в искусстве, да, 20 века, там, условно говоря, абсурдизм, формализм, постмодернизм и так далее, да. Но мы понимаем, что просто в силу объективных причин национальная культура была лишена этой возможности, да, то есть в силу того, что просто ей не давали развиваться естественным путем. Культура, так скажем, как бы народная культура, она как-то еще поддерживалась в каком-то таком виде репрезентативно-музейном, а культура интеллигенции, да, она практически была вычищена, ее практически не давали развиваться. То есть то, что сейчас происходит, мы просто вот этот рассвет, который наблюдаем, как мне кажется, это действительно рассвет, это просто вот наверстывание, очень быстрое, интересное наверстывание каких-то пропущенных кусков. Мне кажется, надо сначала догнать, да, сначала попробовать все, освоить все, найти для этого слова, найти для этого понятия, да, понять, как это соотносится с национальным менталитетом. А потом уже, я думаю, что будет появляться что-то свое, потому что, ну, мы понимаем, да, что в любом развитии как бы первый этап — это какое-то присваивание, да, присвоение, а второй — это уже создание чего-то самобытного и нового. И я уверена, что это как бы впереди еще. В принципе, мы понимаем, что национальные театры пока еще не актуальны на мировой сцене как таковой. Либо вы не согласны с этим? Тут сложно сказать, потому что вообще в целом в европейском театре, ну, и вообще как бы в Европе, да, наоборот, идет такой процесс глобализации, как мы бы сказали, да, или наоборот как бы признание вот этого мультикультурного общества, да, то есть, условно говоря,
английский хореограф Акрам Хан, он по происхождению бенгалец, индус, да, то есть мы понимаем, что как бы, и то, что он делает, это делается на стыке западной культуры и восточной культуры. И таких примеров можно найти довольно много, когда именно как бы, соединение культур дает какого-то вот этого новую фигуру, новый взгляд, новые идеи. И трудно при этом сказать, да, принадлежит этот человек к какой-то одной культуре, да, или он принадлежит ко всем сразу. Мне кажется, что вот это, скорее, интерес к разным национальным вещам, он, безусловно, присутствует. Нельзя сказать, что не актуален национальный театр, это будет совершенно неправда. Наоборот, мне кажется, при том, что жизнь становится более унифицированной, да, возникает интерес к каким-то ее отдельным проявлением, да, каким-то вот особенностям культуры, которые хочется сохранить. Так что мне кажется, что в этом смысле у татарского театра большие перспективы. Условный авиньонский фестиваль, я думаю, в какой-то момент с удовольствием примет татарский театр. Я думаю, что на самом деле, если бы не пандемия, это бы уже произошло. А вот очень сложно вот определить ту грань, за которой начинает размываться некая национальная ментальность, национальные черты, ну, это можно как угодно называть. Если вот в опыте российского театра сейчас правильно пытаюсь сформулировать, некий пример, образец, там, модус вивенди, которому можно следовать в создании некоего театрального произведения, ну, или произведения в более широком смысле, которое бы, как Анна Каренина, та же самая, которая была бы интересна всему миру, актуальна до сих пор, но при этом она оставалась абсолютно своей. Я думаю, что здесь не должно быть все-таки никакого... Здесь не может быть госзадания в этой истории, да, то есть мы понимаем, да, что как бы было время, когда давалось конкретное госзадание, вот написать на национальном материале такую историю, там, создать, и это все превращалось в какую-то обязаловку. Мне кажется, что художник все равно должен следить за временем, он не может не следить за временем, если он настоящий художник, если он живет здесь и сейчас, то есть он все равно будет выражать то, что происходит. Мы не можем... можем, конечно, но лучше этого не делать, смоделировать, да, какую-то ситуацию вот, развития национальной культуры. Мы можем ей помочь, как это делается здесь, в Татарстане, да, когда мы понимаем, что все-таки власть вас поддерживает, и деньги вкладываются. И, с одной стороны, в поддержании каких-то местных инициатив, с другой стороны, эти местные инициативы всегда открыты для приглашенных специалистов, да, опять же, для режиссеров, драматургов, художников. То есть вот эта возможность, мне кажется, здесь самое главное слово — это возможность, да, возможность сотрудничества, да, возможность обучения, возможность попробовать и выбрать. Вот что важно. Я не думаю, что должен как бы сохраняться как самоцель, да, остаться в национальных рамках. Это будет меняться в соответствии с происходящим, да, мне кажется, вот с тем воздухом, в котором вы живете. И только тогда это будет настоящее какое-то живое искусство. Проблемы, что их ждет и как преодолеть. Ну вот в афише нашего фестиваля, в афише ремесла есть несколько спектаклей, поставленных в малых городах, да, Татарстана. То есть они приезжают в Казань. Мы смотрели в Мензелинске спектакль местного театра. И на самом деле мы просто вот наблюдаем последние тоже лет 5 такой огромный расцвет провинциального театра, особенно в малых городах. Ну, здесь, опять же, конечно, большую роль играет финансовая поддержка, вот эта программа «Театр малых городов», которая дает возможность людям, работающим в театре где-то далеко от столицы, получить хорошее техническое оборудование, да, пригласить, опять же, каких-то режиссеров, художников интересных и создать что-то интересное не только местному зрителю, да, но и какому-то фестивалю. И очень важно, да, что тоже существует фестиваль для этих театров, на которые отбираются лучшие постановки, то есть у них тоже есть какая-то сверхзадача, да, какая-то цель, к которой они стремятся. На самом деле, мне кажется, что самое важное, что может быть для провинциальных театров после финансовой поддержки, которая, конечно, к
к сожалению, первостепенно. Очень тяжело делать хороший театр за 3 копейки. Это можно себе позволить в студенческие годы, да, на каком-то энтузиазме, но когда люди живут долго в одном месте, это становится просто очень тяжело и морально, и начинает влиять, мне кажется, как-то не очень правильно. Но вот возможность для театров, во-первых, почувствовать себя важными, да, почувствовать себя значимыми, почувствовать себя и каким-то местным центром культуры, но и в то же время включенными в общую большую театральную жизнь всей страны. Это тоже очень важный момент, потому что когда мы говорим о театрах в Советском Союзе, мы понимаем, что да, тоже были провинциальные театры, но в то же время у людей была возможность ездить, да, то есть условно Некрошус в Литве знал, что делается у Туманишвили в Тбилиси. Провинциальные театры тоже так или иначе выезжали в Москву на гастроли. В 90-е годы вот эта система, она распалась, и, собственно говоря, фестиваль «Золотая маска» был создан в конце 90-х именно с этой целью, да, чтобы поддержать провинциальный театр. Простите. Фестиваль «Золотая маска» был создан с этой целью, чтобы поддержать провинциальный театр, дать им возможность увидеть других и показать себя, да, и тоже к чему как бы стремиться к какой-то вот высшей цели. И все, что мы видим в течение последних 20 лет, опять же, все, что связано с деятельностью фестивалей, все, что связано с деятельностью Союза театральных деятелей России, да, это попытка, в общем-то, снова это пространство, которое на какое-то время стало таким глухим, да, непроницаемым, снова сделать его проницаемым, да, то есть вот выстраивать эти, как мы любим говорить сегодня, горизонтальные связи, да, возможность общения, возможность гастролей, вот проект «Большие гастроли», который дает возможность театрам ездить не только в столицу, но и между собой обмениваться, да, и так далее, и так далее. То есть с каждым годом мы видим, как нарастает количество вот этих вот ходов, количество каких-то оптоволокна, которое пронизывает просто театральную ткань страны. И это очень важно, да, потому что одни и те же режиссеры, путешествуя, да, могут ставить и в столице, и где-нибудь в маленьком городе Кудымкаре, или в маленьком городе Прокопьевске, или на Сахалине. И их спектакли из провинции иногда оказываются сильнее, интереснее, смелее, да, чем то, что у них получается сделать в Москве. Потому что все равно мы понимаем, что как бы, текущая репертуарная политика больших театров — это одна история, да, а то, что могут придумать и позволить себе маленькие смелые театры, это как бы история другая. Мне кажется, вот это очень важный процесс, да, что мы перестали жить разрозненно, что сложилась вот эта вот какая-то карта театральная, да, на которой пульсируют все точки, да, между которыми постоянно идет какой-то кровообмен. Да. Вот это очень важно. Ну и, соответственно, получается производить глокальные продукты. Какие? Глокал. Ну, глобально местные. Да, конечно. Потому что, да, конечно, бывает такая проблема иногда, что когда театр в совсем маленьком месте находится, иногда он начинает уже работать только для себя, потому что не получается привлечь публику, да, для себя, для критиков, для фестивалей. Но это тоже не совсем правильно, потому что театр все-таки должен оставаться как бы таким местным центром активности, да, местным центром культуры, и он не должен совсем уже оставлять своих людей, оставлять своих зрителей без какого-то правильного зрелища, скажем так. Что-то вспомнила, хотела в пример привести. Ладно, вернется мысль потом. Буинск, конечно же, да, то есть мы понимаем, что театр Ураиля Садриева в городе Буинске, который, с одной стороны, является местным театром, куда ходит местная публика, да, который ездит по соседним районам, но в то же время тут он участвует в фестивалях, вот в том числе в ремесле, да, и тоже приглашает режиссеров со всей страны. И сам еще создает фестиваль, да, и это прекрасно. Ну и буквально последний вопрос о будущем. Что ждет Национальный театр в будущем? С вашей точки зрения, естественно. Мне кажется, что они должны сохраняться, в первую очередь, и они должны развиваться. Мне кажется, вот это будет какой-то следующий этап такого
действительно соединение национальной идеи, да, и каких-то вот общеевропейских, да, общечеловеческих каких-то ценностей. Есть примеры, когда молодые режиссеры, отучившись, да, где-то в столицах, возвращаются в свои национальные именно театры, да, и делают там современный театр, да, вот эту прививку современного театра привозят. Сайжин Жамбалова, да, в Улан-Удэ, Степан Пиктеев, вот недалеко у вас, в Ешкарале. Можно привести несколько примеров. И мне кажется, вот это важно, да, потому что все равно как бы будущее за молодежью.